Встречу сельхозпроизводителей организовало и провело Управление агропромышленного комплекса Гагаузии. Основным вопросом повестки дня было обсуждение состояния растениеводства агропромышленного комплекса и подведение итогов весенне-полевых работ в аграрном секторе Гагаузии. Сельхозпроизводители рассказали о том, в каком состоянии находятся их предприятия на текущий момент. Мы имеем на сегодняшний день 3000 гектаров земли. Значит, в том числе у нас многолетних насаждений 600 гектаров. Значит, 300 гектаров сада, 300 гектаров винограда. Значит, на сегодняшний день имеем 1300 гектаров озимых культур, которые находятся сегодня в прекрасном состоянии. Ожидаемая урожайность озимых культур, я думаю, где-то более 4 тонн зерна будет с гектара. На вопрос наших журналистов, получают ли помощь сельхозпроизводители от государства, многие из них пожимают плечами. Какие-то субсидии доходят до Гагаузии, а вот конкретно доходят ли они до сельхозпроизводителя, сложно сказать, говорят руководители этих предприятий. Только если самой Гагаузии нашей, а так отдельные инвестиции мы не... с Республики Молдова субсидии на приобретение новой техники, в основном техники и перерабатывающих агрегатов. Больше, что обещают, что вернут. Мы купили в прошлом году новый комбайн, ждем субсидий, купили перерабатывающие агрегаты, тоже очиститель. Руководитель хозяйства из Чедерлунги Николай Ворник поделился опытом своей поездки в Италию. В частности, он отметил, что европейцы не просто помогают своим сельхозпроизводителям, но и предоставляют им все условия для работы. Должен сказать, что европейцы, они поступают очень избирательно. Они лелеют, они берегут своего сельхозпроизводителя. У себя дома. Я был сейчас в Италии. 1000 евро на 1 гектар табака. Везде, всюду они кричат, что борьба с курением, борьба с курением. Но 1000 евро производители табака, именно сельхозпроизводители, они получают на 1 гектар табака возделан. Почему? Потому что там потом налоговая база очень серьезная. Они тем самым пополняют свой бюджет, свой же местный. А у нас в республике буквально в угоду этим практически загубили отрасль. На этом мероприятии приняла участие и Башкан Гагаузии, которая с сожалением отметила, что Московская область готова сегодня закупить у гагаузских сельхозпроизводителей продукцию. Каково же было ее удивление, когда выяснилось, нам нечего им предложить. Руководство Московской области представляет нам 5 павильонов для того, чтобы мы выставляли нашу продукцию. Коллеги, выставлять нечего. Выставлять нечего. Мы открываем экспорт яблок, фруктов, овощей. Нету. Нам добро дают, а когда мы начинаем считать, нам нечего предлагать. Когда нам говорят, мы вам даем 5 павильонов, я как руководитель региона сижу и думаю, а что я в этих 5 павильонах выставлю? Какую продукцию я буду выставлять? Вот вам и результат. Если нам нечего выставлять в Россию, то что можно говорить о европейских рынках, в те европейские страны, где первое условие – это качество продукции? Тем не менее, после подведения итогов результатов обследования полей, многие руководители предприятий были награждены в этот день дипломами исполкома Гагаузии за хорошие показатели, достигнутые в сельском хозяйстве в текущем году.